Я хотел бы сказать большое спасибо всем, кто здесь присутствует, во-первых, то, что это для нас небольшой шаг, для нас, для молодежи. Но я думаю, опять же, как я уже сказал, все со мной будут молодые, солидарны, что в данный момент, во времена, допустим, когда проходит застолье, то, что мы слышим, когда поднимается тост за ушедших и говорится о том, чтобы за что сложили головы было не просто так, и за что воевали наши братья, те, которые погибли от наших отцов и дядек, что мы слышим, это поистине тяжело слышать. И если это тяжело слышать нам, молодежи, то что испытывают старшие наши, которые прошли это. И мы надеемся увидеть просвет, и в данном случае я вот очень надеюсь увидеть просвет в лице вас, что мы к чему-то придем, что сколько уже времени прошло, говорим о том, что это послевоенное время, оно тяжелое, но послевоенное время длится уже слишком долго. И мы надеемся, что вы измените эту ситуацию, вы сумеете. Вот. И вопросы, которые бы я хотел задать, во-первых, вот первый вопрос, это вот мне очень интересно, важно знать, какие вы сами видите решения проблем, вот как только вы придете, да, самый главный, который нас окружает. Вот в первую очередь, какой бы вопрос вы хотели затронуть, и какие вы видите решения проблемы этого вопроса. То есть, политический кризис, то, что в нашей стране мы это видим прекрасно, и то, что проблемы с электроэнергией, которые уже каждый год говорят, что будет лучше и лучше, но при этом становится как раз таки хуже. Вот, наподобие данных вопросов, как вы видите решение этих проблем, вот, это первый вопрос. И, если позволите, сразу второй, чтобы не сбивать свой темп, второй вопрос тоже сразу задам. Есть такое прекрасное выражение: хуже врага снаружи может быть только враг изнутри. В нашем случае, то, что мы сейчас с вами наблюдаем, то, что сейчас здесь происходит, то, к чему пришла наша страна, это, к сожалению, не делается не снаружи, а как раз таки изнутри разрушается. И как, опять же, я вот человек, который очень часто слушает слова своих старших, о том, о чем они говорят, и говорят они о том, что во времена тяжелые для Абхазии мы упустили важный момент, упустили, как пока мы защищали Родину, за нашими спинами продавали нашу Родину. То есть, вернувшись домой, они увидели о том, что происходит здесь, что нас окружает. Они не ожидали, что в момент, когда все были сплочены, были те люди, которые воспользовались этим моментом. Вот, я бы хотел узнать, как вы считаете, придя, вот дай Бог, чтобы такое произошло, что придя, если ваша группа, собственно, победит, придут ли к ответственности те люди, которые на данный момент привели нашу страну к такому положению, не лучшему положению, как мы сами знаем. И будут ли созданы какие-либо органы, или, может, из тех существующих органов, которые сейчас есть, будут ли усилены их работы в направлении о том, чтобы те люди, которые нас к этому привели, понесли ответственность. То есть решение данного вопроса тоже так же, как вы видите в этом. Я рад за то, что такой молодой человек так грамотно выстраивает свою мысль логически и доводит ее до логического завершения и задает вопрос. Когда-то, первый раз, когда мы формировали план работы контрольной палаты, первый, то есть вот это был 2014 год, мы, значит, обозначили объекты контроля. У нас обычно была отраслевая такая работа. Мы, если проверяли, допустим, образование, то старались ее охватить полностью, по всей стране, максимально, чтобы знать вообще, что происходит в этой системе. И вот мне один из депутатов спросил, почему ты это начинаешь делать именно с образованием. Это вот один из первых был такой. Я сейчас, сегодня, с какого бы ты вопроса ни начал, все эти вопросы главные. Все, они вкупе, все главные. Если просто говорить об электроэнергии, вот ты ее затронул в своем вопросе первом, там много надо что делать. И быстро делать. Очень быстро, чтобы эффект наступил. Когда-то в 2019 году мы провели, я считаю, что на тот момент, имея ту квалификацию, которую мы располагали, теми специалистами, и привлекая еще аудиторов, кстати, армяне нам помогали с Арменией, 3 человека это сделали нам очень дешево, там, с разрешения парламента и по инициативе парламента. Не совсем технический аудит, потому что технический аудит это очень сложная и долгая, кропотливая работа.
Но этого было достаточно, чтобы оценить ту ситуацию на тот момент, какая сложилась вообще в нашей энергосистеме. Они нам тогда сказали, что у вас критическая ситуация, что это в любой момент начнет все тихо давать разрушение, по сути, начнется. Потому что на тот момент уже 20% потерь у нас было. Электроэнергии не доходило до потребителя. Там было очень много предложений, но в принципе эти предложения тоже были проигнорированы, как всегда. Материал тоже был направлен в Генеральную прокуратуру. Вплоть до учета. Начиная с собираемости, выручки, до учета, счетчиков, приборов учета. Даже главных, входящих, исходящих, везде проблемы. Внутренняя нормативная документация, проблемы. Это все надо быстро восстанавливать, и на каждом этапе должна наступить ответственность. То есть, чем больше хаоса, тем легче, чтобы вы понимали, вот с моего опыта и тем более моей опыта работы, чем больше хаоса, чем меньше ответственности, тем легче воровать. И труднее доказывать, чтобы вы понимали. И очень сложно доказывать. Каждый начинает друг на друга сваливать. Делать вид, что он к этому не имеет никакого отношения. Начиная от контролера и кончая руководителя. То есть эта иерархия полностью нарушена, нет никакой ответственности, непонятно, кто за что отвечает. Мне говорят, ты же знаешь, где, говорит, майнинги стоят? Откуда я знаю? Я председатель контрольной палаты. Откуда я могу знать? Я что ли распределяю эти линии? Эти линии вам принадлежат, они на балансе стоят. Вы что, не знаете, кто к ним подключается? Если вы не знаете, за что вы там делаете вообще? Если на железной дороге, на железных путях не знают, где находятся вагоны, в каком тупике, я должен знать или руководитель железной дороги должен знать? Если ты мне так отвечаешь и говоришь, значит тебе там нечего делать. Но на это никто внимания не обращает. И сегодня не обращают внимания, все делают вид, и никто не знает, где что находится. Сегодня она очень остро стоит, потому что это жизнеспособность нашей страны. К нам не придет никакой инвестор. Если мы не сможем дать канализацию, если мы не сможем дать водопровод, если мы не сможем дать энергию, к чему подключаться? К чему, как развивать бизнес? Даже мы захотим, вот получится, у меня возможность, есть бизнес-план, пошел, доступный кредит получил, и хочу его реализовать, есть земля, есть все, а подключиться некуда. Как? Разве так должно быть? Есть понимание, знаем, видели, проверяли. Все это будет решаться. Я не могу вам сказать, что это прям вот так вот сиюминутно. К сожалению, то, что можно сделать 5 бригадами, надо делать 5 бригадами, а не делать одной бригадой. Понимаете? Это как, не знаю по каким причинам, на Званба-9 делали третий корпус кабинета министра, это фасад незаканчиваемый. Смотришь, и это 4 человека стоят на этих лисах и делают несколько лет. Такое ощущение, как будто они купили это на всю жизнь этот подряд и делают. Слушай, найми 30 человек, сделают же быстрее. Какая разница? Объем ресурсов, объем один, деньги одни. Да, понимаю, деньги не все. Это же главная задача. Быстрее надо приборы учета ставить. Усилить эту работу. Это не легкая работа. С нашими подключениями. Мы же были все испорчены. Правильно? Мы сейчас начинаем смотреть на этот тариф и сидим дома, считаем эти лампочки. Думаешь, купили эту люстру 12-рожковую. У кого 18-рожковую, у кого 4-рожковая. Теплые полы, тены, титаны. И смотришь на этот дом, на хорошую сумму получается. Даже без счетчика можно посчитать. Везде на приборах написано, сколько, что тратит в киловатт. Тот, кто захочет, посчитает. Я как-то так решил проверить. Да, все нормально, работает счетчик, правильно считает. Правильно он крутит. Но иногда я слышу такие вещи от людей, даже сразу подходят, хотите, мы вам его испортим. Что это такое? Вот так мы хотим решить вот эту проблему? Дальше воровать?
Ну сколько денег выделило государство с помощью парламента, и то с таким боем выделяли 100 миллионов на приобретение этих приборов учета. И тут кто-то стоит и говорит, вот он его поставил, и говорит, что ну, можно его испортить. Чтобы назад крутил, чтобы там, понимаете, там ось ординат, и мы пошли там в минусовую зону. Там, минус 1000 киловатт в час будет писать. Вчера на встрече задали вопрос, говорит, что делать с тем, даже в наш государственный университет, чтобы подготовить ребенка, нужны действительно ресурсы. Я сам проходил через это, я тоже вкладывал в ребенка. Я считаю, что образование это главное, во что нужно вкладывать сегодня. Вообще это база. И я, как подчеркнули, ваш старший человек нашего Кагринского района подчеркнул, мне повезло жить в Ткварчалах, тогда он назывался Ткварчели. Молодой город. В 1942 году его признали городом. Город Горняков. Мы действительно были приучены, и родители мои, мы все с рабочей семьи, но были приучены, была дисциплина. Реально, так оно и было у нас. Это я тоже перенес, и во мне это осталось. Второй вопрос. Я когда шел, за мной груз ответственности, действительно. Меня могут люди спросить, когда-то наши бывшие президенты, в том числе последние, можно сказать, я так думаю, на сегодня уже могу сказать, да, он манипулировал материалами контрольной палаты, очень хорошо использовал в своей предвыборной кампании. Всего лишь использовал, ну не более. Дальше мы не пошли. Я понимаю этот груз ответственности, который я же делал эту работу. Теперь меня могут люди спросить, ну вот ты это делал, ты писал. Теперь ты не можешь оправдаться. Раньше я говорил, я не генеральный прокурор, я не президент, я не спикер, я не премьер. Я всего лишь председатель контрольной палаты. Да, это монстр, но без них он не может ничего делать. Без их дальнейших действий. Сегодня, возможно, это станет моей ответственностью. Я это полностью осознаю. Ну, придется этот МРТ привезти, поставить его, который купили за 12 миллионов. Как у нас принято сегодня в ГАЛ возить мусор, его также отправили в контейнере в больницу Гальскую, как будто это мусор. Глава Гальской больницы еще 100 тысяч бюджетных денег местного бюджета потратили, и заключение получили, что его можно выкинуть. Он ржавый, никуда не годится. Ну, зачем мы его покупали? Ну, те, кто покупал, если у них есть КТ или МРТ, нам придется его забрать и поставить, чтобы работал там, где он должен был стоять. Мы не делали это для того, чтобы людей сажать в клетку. Мы хотели, чтобы люди несли ответственность какую-то. Можно по-разному это делать. Мы будем думать и работать над этим. Я не собираюсь там шашками махать и мечом и кого-то. Нет, совершенно нет в мыслях. Меньше всего этого хочу делать, чтобы вы понимали. Все можно. Но каждый должен понимать. Средства выделялись на эту сделку. Даже брали кредитный ресурс, привлекали, бюджетный. И около 8 миллионов взяли с резервного фонда президента. На тот момент эти средства формировались только за счет средств российской финансовой помощи. Мы фиксировали как нецелевое использование, потому что не имели права на капитальные вложения, вкладывать деньги. Оттуда, Шамилевич, вы знаете. Но там, где подписался президент, там, где он дал, может быть сделка вот такая, вы можете мне объяснить? У них всех неприкосновенность. Что мне делать? Они все имеют неприкосновенность. Даже когда уходили в отставку, это, наверное, главное их условие. Получить неприкосновенность. И не только неприкосновенность, еще и охрану. Ни на чью жизнь не собираюсь покушаться. Боже упаси, Господи помилуй. Что вы мне подскажете? Вот у вас спрашиваю, что мне делать? Вот
Вот в таких ситуациях, где идет полная ответственность, допустим, главы государства. Закон соблюдать. Я тоже так думаю. Да. Прозрачно сделать его работу, а не скрывать. Что касается закона, безусловно, это наша тактика, и другой тактики нет. Только соблюдать закон. Конечно. Это вот вы меня просто опередили и с языка сорвали. Но я имею в виду именно в отношении этого примера. Но он же как факт существует, что Я отношение, допустим, вот президента. Да, будущий президент будет нести эту ответственность. Я готов это делать. Ради этого мы и идем. Но те, которые совершали это, заключают договор на 600 миллионов по трансбезопасности. Шамилевич, вы знаете, должны были всю страну в рамках этого договора, инвестиционный договор по трансбезопасности, мы должны были полностью обставить камерами всю страну. В рамках данного договора его подписывал один пример, потом подписал второй пример. 15, 16, 17 год. Что сделано? Все это было пыль и прах. Просто в рамках этого договора должны были представить смету для начала, которой не было. Уже начали делать и деньги выбирать из бюджета. Не для этого это делалось, а для того, чтобы качать деньги. Каждый министр внутренних дел с этого начинал. Каждый не заканчивал. Новый приходил, заново начинал. Вы просто не представляете, сколько ресурсов направлено только на обеспечение камерами всей страны, установку их. У нас даже есть коммерческие структуры, которые предлагают гораздо выгоднее это, но мы их не слышим, не хотим с ними иметь дело, потому что это невыгодно. Это дешево обойдется нам. Вы, говорит, транслируете, говорит, на всю страну, ну скажите, дайте задачу, они сделают так, чтобы некоторые объекты не транслировались на всю страну, чтобы грузинская сторона не могла туда заглядывать. Все можно сделать, лишь бы было желание. Дай задачу, сделают. Они тоже наши люди, это наши бизнесмены. Кто сказал, что они не патриоты? Они тоже патриоты, среди них есть очень нормальные, хорошие ребята. Прекрасные ребята есть. Их тоже надо использовать, в первую очередь.